Во дворе санаторно-лесной школы в селении Галашки выгружают стройматериалы для косметического ремонта учреждения. Краски, кисти, шпаклевку, постельное белье для детей и продукты питания. Исполнительный директор компании «Ингушнефть» Муслим Татриев, осматривая учебные помещения и пищеблок, отметил, что обновления здесь просто необходимы. Да. Побел покраски, да, В школе, помимо учебного процесса, дети активно занимаются в художественных кружках, принимают участие в спортивных мероприятиях, играют в шахматы, но условия для комфортного пребывания в помещениях явно неподходящие. Нам очень бы хотелось, конечно, чтобы наша школа была новой, если по возможности, если можно это сделать. Но если нет, хотя бы ремонт какой-нибудь хороший нам провести, чтобы у нас были новые классы для дополнительного образования. У нас очень тесно, потому что и пищеблок, и спальные отделы, все это в одном корпусе. Хотелось бы, чтобы это было раздельно. Пищеблок у нас очень старый. Хотелось бы, чтобы здесь они помогли нам. Конечно, это может и трудно, но я вижу, что понемножку нам помогают, и это уже очень хорошо. С просьбой о содействии в решении вопроса с ремонтом школы сотрудники учреждения вышли на главу Ингушетии. Махмуд Али Калиматов откликнулся незамедлительно. Незамедлительно глава республики отреагировал на нашу просьбу, нашел для нас спонсора в лице Татриева Муслима Борисовича. Мы сегодня принимаем у себя гостей, очень долгожданных, ожиданных гостей нами. Хочу выразить слова благодарности от коллектива, от родителей, от наших воспитанников школы за то внимание, которое нам оказывают и оказали. По мнению Муслима Татриева, эта школа для топ-контактных школьников в регионе просто необходима. Здесь проходит обучение дети со всей республики. Важно обеспечить здоровую обстановку. От комфорта напрямую будет зависеть и успеваемость ребят. По поручению главы республики Махмуда Али Максимовича Калиматова сегодня оказали помощь, спонсорскую помощь в приобретении строительных материалов, постельного инвентаря. Действительно, сейчас вот только выехали, смотрели. Это такая школа, единственная в республике, лесная школа. И переговорили с коллективом, коллектив был очень рад. Теперь уже точно можно сказать, новый учебный год ребята начнут в преобразившейся за каникулы школе. Михаил Тангиев, Тамара Хашигульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.